Аузу билля, бисмилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Меня зовут Айдер. Я муфтий Крыма. Крым оккупирован Россией с 2014 года. Первая оккупация 1783 год. Можете просто сказать свои имена? Я, конечно же, их не запомнил. Тамерлан. Ушкашбек. Чеченец? Да. Ушкашбек. Как? Ушкашбек. По национальности? Казах. Ильнур, татарин. Жабраил, чеченец. Алик, туркмен. Салах, чеченец. Зельман, чеченец. Акти. Чеченец. Я честно вам скажу, я как человек, как мусульманин, не рад вас видеть. Но это мечеть, это дом Аллаха. Вы себя считаете мусульманами? Да. Мы только что намаз помолились, совершили намаз, аср. Сегодня день джума, благословенный день пятницы. Вы соблюдающие мусульмане? Да. Все? Нет. При омовении есть желание намаз сделать? Есть, конечно. Омовение надо взять? Да. Тогда я предлагаю паузу сделать. Пусть они вот тут рядом омовение возьмут, совершат намаз, и мы продолжим. Мы делаем истиха Рамаза. Дайте нам всем делать истиха. Чтобы помолиться Аллаху и дуа сделать и за нас, и эту война быстро закончится. Иншаллах. Вы аср сами сможете прочитать? Мама-то нам голодущим. Тогда я предлагаю, вот здесь вас сейчас проводят, омовение примите. Хотите, я возглавлю вас в молитве, вы за мной помолитесь. Хотите, сами помолитесь. Илаха иллаллах. Аллаху акбар. Сегодня благословенный день пятница. Это особенный день для мусульман. Вы знаете, судя по вашим движениям, рук, ног, поднятию рук. То есть вы не похожи на обычных традиционных мусульман. Но понимаете, что я такое говорю, да? Традиционные мусульмане, то есть которые вообще не знают, как молиться. То есть я внимательно посмотрел, как вы совершаете намаз. Как вы поднимаете руки, смыкаете ноги. То есть вы читали намаз, вы знаете, что это такое. Поэтому вы должны понимать то, что я вам говорю. Это же особенный день для мусульман всех. Сейчас мы с вами встали. Встали в одну кыблу, в одну сторону кыблы. Молились одному Богу. Передо мной книга. Книга Аллаха, Субхану ва Тааля. Коран. Он один, везде, в любой стране мира. Неважно, какая это страна, неважно, где это. На одном языке. У нас один посланник Аллаха, Мухаммад, мир ему. Его сунна. Я тут просто не могу понять. Не могу понять. Да и многие не могут понять. Зачем? Почему? Для чего? То есть мотивация какая? Все бьются вопросом, почему? Зачем вы сюда пришли? Почему это называют джихадом сейчас в Чечне? Почему? Кто-то может мне это объяснить? Нет, не мы можем. Их спроси. Здесь джихад здесь отправляют, там, говорят, там джихад это. То есть вы пришли не с такой мотивацией. То есть вас заставили прийти, я так правильно понимаю? Был приказ, мы приехали. Нам
2-3 дня. Не знали, что надо готовить. Да, а так изначально... Приказ что? Приказ что? Убивать здесь людей? Мародерить, насиловать? Приказ чего? Приказ кого? Кому? Мы не мародерство не делаем, насиловать не тоже не будем. Хорошо. Но приказ куда? Куда идти? Что делать? На чужую территорию прийти? Завоевывать? Как это делала Россия с 1817 года по 1864 год? Свою историю знаете вообще? Это же период Кавказской войны, который включает ряд войн. Неужели вы это не помните, не знаете? Я крымский татарин, и то я знаю это. Хорошо, шейх Мансур. Вы знаете, кто такой шейх Мансур? Знаем. Имам Кавказа. Имам Кавказа. А имам Шамиль? Имам Чечни и Дагестана. А после него наиб кто? Как зовут его? Байсам Бурганаровский. Хорошо, что они делали? За что они умирали? Куда они шли вообще? За свободу. За свободу. Хорошо. А вы зачем сюда пришли? То есть объясните мне, я просто не могу понять. А мы не намерены, что сюда воевать, кого-то убивать. Ну а как так? У тебя есть оружие, просто это нелогично, ты понимаешь? Мы находимся в доме Аллаха, я вас прошу. То есть как мусульманин, вы же мусульмане. Считайте себя мусульманином. Скажите искренне, честно скажите. Перед камерами. А чем смущает тебя камера? Я понимаю их, с одной стороны, брат. Они как бы... Мы это сейчас, если закинем, завтра их как бы заставят обратно, их убьют даже. Если они что-то лишнее, они ничего не скажут лишнего. Их просто убьют или как бы заставят обратно приехать. Поэтому они на камеру ничего не скажут. Хорошо. Хорошо. Просто у нас, как бы в Чечне, я знаю, как бы другая, не это, не Дагестан, не Ингушетия, не другие Кабардино, Болгария. У нас просто разницы нет. Если слово лишнее скажешь, их просто потеряют. И они это знают прекрасно. И они знают, что они сюда пришли, как рабы. Их заставили прийти. Может, кто-то по желанию пришел, но других большинство заставляют. Я всегда ставлю себя на то место, на чужое место, если я делаю какую-то проповедь, какое-то наставление и тому подобное. Вот я сейчас пытаюсь себя поставить на ваше место. То есть, будь я в вашем положении, я бы нашел бы 1001 причину, 1001 дорогу не идти сюда. Нашел бы, и это возможно. И я не верю после того. Ладно, в первый период войны, в первый этап войны, когда эйфория была, за 3 дня возьмем Киев и тому подобное. Но когда уже пошли трупы, когда уже сожженная вся техника пошла, когда резонанс получило это все, идти сюда, после того, как стало явью, что здесь происходит. Я понимаю, там пропаганда. Хайрен, иншаллах. Я просто зачитаю вам аяты как наставление. Моя задача наставить вас. Моя задача напомнить вам. Быть может, Аллах Субхану ва Тааля прольет сердце, прольет свет на ваши сердца. Потому что это на самом деле важно. А все остальное всегда, оно подтягивается. Я имею в виду действия человека. Что делать, куда идти, выполнять приказ, не выполнять приказ. В конце концов, в кого направить то оружие. И тому были примеры наших братьев-таджиков. Аллах Субхану ва Тааля в своей книге говорит: «Ба'да аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим». Это сура 5. Сура 5, аят 32.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Аллах Субхану Тааля до этих аятов приводит историю сыновей Адама. Как один из них позавидовал другому. Это долгая история, наверняка вы слышали ее. И она, кстати говоря, библейская. В Библии тоже проходит. И после этого Всевышний Аллах говорит: и ради этого мы предписали сынам Израилевым, а это касается на самом деле всего человечества, потому что, как я всегда говорю на проповедях, на джума намазе, всегда вывод из аятов выводится, берем вывод, получаем вывод, исходя из общего смысла. Мы предписали, что тот, кто убьет хотя бы одну душу не за душу, то есть не по праву, не имея на то права, ау фасадин фил ард, или распространяя нечестие на земле, то он убил словно всех людей, все человечество убил. Оман ахьяха, а тот, кто оживил душу, то есть стал причиной спасения хотя бы одной души, факааннама ахьян наса джамиа, тот словно оживил, даровал жизнь всему человечеству, всем людям. Так Аллах Субхану Тааля говорит в своей книге. Также Аллах Субхану Тааля говорит в своей книге, это уже сура 4, Ниса, аят 93. بعد أعوذ بالله من الشيطان ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Тот, кто убил верующего человека преднамеренно, то ему наказание будет джаханнам, ад. Он будет в нем вечно. И Аллах разгневался на него и проклял его. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, и уготовил ему великое наказание. Я эти два аята сейчас выбрал неспроста. Много аятов. Я именно эти два выбрал. Почему? Да потому что первый аят, он напрямую касается того, что сегодня делает Россия. Где вы стали участниками этого всего зла. Тут убивается население мирное. Что творилось в Буче, в Ирпене? Это весь мир увидел. А в Харькове? Да я устану перечислять. В Херсоне, везде. Везде находятся массово трупы, над которыми издевались. Везде люди говорят о том, что мародерили, крали. Везде свидетельствуют об этом люди. Первый аят об этом. Второй аят. Буквально позавчера вот здесь. Вы можете смотреть на меня? На меня смотреть. Я с вами разговариваю. Буквально позавчера вот здесь мы похоронили брата мусульманина. Сейрана. Он погиб на фронте. Кто его убил? Российские войска. А кто его знает? Может, там какой-то мусульманин его пристрелил. Такое возможно? Возможно. Это было позавчера. Позавчера еще один погиб. Там же, под Бахмутом. Еще один мусульманин. Крымский татарин. И тот крымский татарин, и этот. А до этого погиб Сельман, наш брат чеченец. Тут мусульмане, и мы об этом говорили, об этом заявляли, выступали, призывали, обращались. Поэтому
Кто-нибудь из вас участвовал в мародерстве, в насилии? Нет, Нет, не участвую. 100% не участвую. Тут нет полиграфа, но тут есть дом Аллаха. Вы в доме Аллаха. Они нас полностью побили. Мы не участвовали. Убийство, а война — это прямой путь к убийству. Это самое страшное после ширка, что может человек сделать. Ширк — это самый страшный грех. Приобщение Аллаху равно. Убийство — один из тягчайших грехов. Кабиратун миналь кабаир. Поэтому я призываю вас, Аллаху было угодно, чтобы вы здесь оказались в этот день, вот тут. Аллаху было угодно, чтобы я вам сейчас это говорил. Возможно, это вам дарована очередная возможность покаяться. Сделать это на самом деле сложно, это нелегко. Покаяться, искреннее покаяние, оно не дается легко. Таубатун насих. Оно дается сложно. И оно дается не каждому. Но оно может быть даровано. Может быть дано. И даже убийце. Даже убийце может быть дано. Пока бьется его сердце здесь. Потому что Аллах всемилостивый. Но оно не будет легким. Поэтому я вам зачитаю еще аяты. В частности, об этом. Аллах Субхану ва Тааля в суре Ниса, но уже это 17 и 18 аяты. Он говорит: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. А до этого говорит: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Аллах говорит: покаяние даруется Аллахом лишь тем, которые делают зло какое-то, я'малуна су биджахаля, по невежеству, по незнанию, по непониманию. И, возможно, вы в таком состоянии находитесь. А затем быстро раскаиваются. Не оттягивают это, не оставляют это на потом. Именно покаяние этих Аллах принимает. Аллаху алиман хакима. И Аллах всезнающий, мудрый. И далее Аллах говорит: тауба, покаяние, раскаяние, не даруется, не дается тем, которые творят зло, до тех пор, пока к ним не придет смерть. А он станет говорить, то есть этот человек станет говорить: я покаялся, я покаялся. Не тем людям. Поэтому пока ваше сердце бьется, у вас душа есть, у вас есть возможность покаяться. Поэтому задумайтесь над этим. И также Аллах Субхану ва Тааля говорит, это уже сура 39, Зумар. В 52 и 53 аятах Аллах Субхану ва Тааля говорит:
Куль я ибадия аллазина асрафу аля анфусихим. Скажи, о Мухаммад, о рабы мои, скажи, Мухаммад, то есть людям скажи, о рабы мои, те, которые поступили несправедливо по отношению к своим душам. Ля такнату мин рахматилля. Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Инна Аллаха ягфиру дзунуба джамиа. Поистине Аллах прощает все грехи. Иннаху хуаль гафуру рахим. Поистине Он прощающий, милостивый. Ля такнату мин рахматилля. Это принцип ислама. Пока человек жив, пока его сердце бьется, он может раскаяться. Поэтому я призываю вас раскаяться. Еще раз повторяю, это сложно сделать, это нелегко сделать. И на самом деле вы сейчас говорите мне, да, я чувствую по лицу каждого из вас, я уверен, так чувствует каждый верующий на самом деле. Кто лжет, а кто нет. Я не буду говорить, потому что я точно не знаю, что у вас в сердцах. Но я чувствую. И потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи говорил, поистине верующий видит светом Аллаха. Аллаха не обманете. Искренних верующих тоже не обманете. Есть удивительная история про убийцу. Я ее приводил. Это моя вторая встреча с подобными пленными. И вам приведу. Был некий человек. Это достоверный хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, который убил 99 человек. 99 человек он убил. Можете себе представить? 99, это упоминается прямо в хадисе. И вот он задумался над тем, чтобы раскаяться. И он пошел искать человека знающего. И обратился к нему и сказал: я убил 99 человек, могу ли я раскаяться? Тот сказал: как ты можешь раскаяться, ты такие грехи совершил. Это его обидело, этого человека, это обидело его. Он сказал: раз мне не будет прощено, тогда я тебя тоже убью. То есть гнев одолел его. И он убил его тоже. То есть сотого убил человека. Но прошло время. Прошло время. И он опять задумался про покаяние, про раскаяние. И опять начал спрашивать, искать знающего человека. И отправили его к знающему человеку, потому что предыдущий не был знающим на самом деле. Теперь он попал действительно к знающему человеку, который обладает знанием. И он спросил у него: я могу раскаяться? Я смогу покаяться? Аллах примет мое покаяние? Он сказал: да. Но я тебе советую, тебе необходимо выйти из того селения, в котором ты живешь, из той земли, в которой ты живешь, поселиться в другой земле. Потому что ты живешь среди нечестивцев, среди грешников. Поселись в другом селении. Если ты действительно раскаешься, переедь, и Аллах простит тебя. И он вознамерился, и он пошел. Начал переезд. То есть выехал со своего селения, со своего села. Да. Но по дороге пришел ангел смерти и забрал его душу. Он умер по дороге. Когда он умер, ангелы милости и ангелы наказания, потому что есть разные ангелы, они начали спорить между собой. Куда же попадет этот человек? В одной версии так говорится. В другой версии говорится: сатана, иблис, сказал: это
Это мой приверженец, он ни разу не ослушался меня. Все, что я внушал ему, он делал. Он должен остаться со мной. Так говорится. Они начали спорить, в общем, ангелы. И тогда Аллах Субхану ва Тааля внушил ангелам милости приблизить. И внушил ангелам наказание отдалить. А потом измерить расстояние. И оказалось, что расстояние до селения, где жили добрые, праведные люди, оказалось меньше, нежели расстояние до его родного селения, в котором он был. И тогда было велено простить ему его грехи. Вот такая дивная история. И у вас будет такая возможность. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы у вас была такая возможность. Скажите аминь. Allah بكم يعتيد بكم عقيد خبير وتعبوا في مدى فولا آخر ويرادو فبلا آخر ويرادو لا يمكن وزي براتو يا ما يعشان وزي عطرون حني قلتاع يدخل سنة تضوي يجسن مدى يتحام دعوة ودوشن دعوة شين بايدوشن صلوتي والله شلون دوشن ولا دوشن كان إن شاء الله تفتح وجع تلاقي وقت يوردش. أتأكد كده إن شاء الله تعشيك ويأكل الله فرما ستصبوا وتصنع بوتروش. نوعية مش متقاعد بالأمر. Последнее вам хотел сказать. Мы поговорили по убийству, поговорили про покаяние. Последнее я хотел бы вам сказать, чтобы вы об этом знали, чтобы вы это донесли. Но если так получится, что вас обменяют, и вы окажетесь там, у себя на родине. Я надеюсь, очень надеюсь, что вы убедились, что это за война, увидели это все. Мы с вами помолились сейчас, поели вместе. Вы дуа почитали. Я, как вам вначале сказал, сказать, что я рад вас видеть, но язык не поворачивается. Не поворачивается. Так вот, клянусь Аллахом, то есть если наступит такой момент, для меня лично, то на поле битвы мы встретимся, то у меня рука не дрогнет. Любого из вас я убью. Почему, если спросите, муфти такие вещи говорит? Имам такие вещи говорит. Да потому что все просто, потому что Аллах говорит. Аллах Субхану ва Тааля говорит, вот я открыл Коран сейчас, опять же, Коран открыл. В суре Худжурат, что он говорит? وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Если две группы мусульман сразятся друг с другом. А такое в истории было. И такое сейчас может произойти. Дальше что он говорит? فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. То постарайтесь примирить их. Клянусь Аллахом. Все, что в наших силах, в этом смысле мы все сделали и делаем. И вот это мероприятие, которое сейчас, это туда же относится, можно так сказать. И обращение, я не знаю, вы слышали их, видели их вообще, или слышат их, видят. Я очень надеюсь, что их слышат и видят. Все-таки в 21 веке живем. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا. Дальше Аллах говорит. Если же примирение не поможет, и одна из них все-таки будет совершать баги. А что такое баги? Баги – это бесчинство, это тирания. Это то, что сегодня здесь делают русские и российские войска.
в которых вы оказались. Убивают мирное население, грабят, захватывают чужие территории. Это все баги называется. Вот прям подходит под это определение. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Совершит баги против другой группы. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. То сражайтесь с той, которая совершает этот баги. Это бесчинство, эту тиранию. حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. До тех пор, пока она не вернется по велению Аллаха. Поэтому наши намерения в этой войне здесь, мусульман, они простые, очевидны, особенно крымских татар. Я вам говорю, чтобы вы это знали, чтобы вы это донесли, чтобы вы это учили. На этом у меня все. Единственное, что есть символические, даже слово подарок не хочу называть, символические вещи, скажем так, которые я хотел бы вам дать. Быть может, Аллах наставит ваше сердце. Быть может, ваше сердце ёкнет и что-то подскажет вам. У вас времени много будет. Тут коврик для намаза. Тут подборка литературы. Коран на русском языке, вот, который печатается в Украине, раздается прямо в Хрещатике. Вот так Россия борется с русским языком в Украине. И книги общие про ислам. В том числе молитва, основа ислама, сивак, то, что пророк ﷺ говорил. Чистить зубы, сунна и финики. Сейчас приближается месяц Рамадан. Понедельник сунна поститься, четверг сунна поститься, светлые дни сунна поститься. Пророк ﷺ Шаабан очень часто постился. Поститесь. Когда человек постится, то он ближе к Богу. Поэтому бисмилля, проходите, берите. Это день джума. День джума есть такой момент, такая часть, когда Аллах принимает молитву. И некоторые ученые говорят, что самое правильное мнение в этом вопросе, что это вот васр, последний час ад. Попросите искренне сейчас прощения про себя. Не надо это говорить вслух, не надо руки поднимать. Про себя. Вот сейчас, именно сейчас. Merklaan masakilla tasahtaa tehninsä veestandina. Daan droppu hanima. Otsana dino ga Allah droppu do. Sam. Otsana da dimo. Пусть Аллах наставит вас и поможет выбраться из этого. Kuma öyle şey ama düşüyor. Osobno, matta, bueno, serio.